Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экрана своих телевизоров. Утро Якутии приветствует вас и желает вам потрясающего утра, ну а самое главное – позитивного, доброго настроения на весь день. Сегодня вторник, и с вами это утро встречаю я, Дарья Анкехова. Хотелось бы, конечно, увидеть уже своего соведущего, будь то Павел Танин или Руслан Ачиров, но наши ребята находятся в командировке, кто-то из них в отпуске, поэтому и сегодня я вновь буду одна, но это не значит, что наш эфир станет менее интересным. И позвольте немножечко анонсировать. Итак, сегодня у нас в студии будет практикующий психолог, который поделится советами по поводу того, как нужно справиться с внутренней тревогой. Вторую часть эфира мы посвятим туризму, ведь совсем скоро будет профессиональный праздник. И у нас будет очень интересный пример семьи Тимофеевых из города Якутска, которые расскажут, как можно сделать автопутешествие максимально комфортным для всей семьи. Ну а с нашей коллегой Туярой Филипповой мы побываем в одном из сел недалеко от Ленских столбов. Помимо Дня туризма, сегодня также отмечается День воспитателя и дошкольного работника. Поэтому мы ожидаем в нашей студии представителей этой замечательной профессии. Ну а в конце эфира мы обязательно расскажем, какие культурные мероприятия можно посетить в эти дни. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь и в ближайший час оставайтесь с нами. Ну и как всегда, сначала о рассказе о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1 градус. В Заречной группе 0 градусов. В южных районах до 9 со знаком минус. В Вилюйской группе +1, в Нижнеленских 1 выше 0. В западных до -2. В Колыман-Дигирской группе улусов 3 градуса со знаком минус, в Янских 3 градуса ниже 0. На северо-западе до +1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +5 градусов. Ну а сейчас мы перейдем к новостям, ведь пока мы спим, в мире происходит очень много всего интересного. И наша редакция всегда старается осветить самые яркие события. Ну вот пока мы все спали, в некоторых центральных городах России снег уже выпал. Так, например, вчера сильный снегопад застал жителей Екатеринбурга. А также выпал снег у нас и в Челябинске. Ну и, конечно же, в ближайшие сутки синоптики прогнозируют снег по всей Челябинской области. А тем временем с 1 октября Аэрофлот возобновил полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщают в авиакомпании. Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. Ранее сообщалось, что в длинный список фильмов, которые могли претендовать на выдвижение от Российской Федерации, вошли 122 картины. Движемся далее. Комитет Госдумы по строительству ЖКХ поддержал поправку, согласно которой мобилизованные граждане, а также члены их семьи до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пений в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Минцифры Российской Федерации опубликовали список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. Поэтому обязательно проверьте, возможно, кому-то из вас эта информация будет полезной. Далее, забавное видео из Якутска, где на днях прошли скачки. Вы не поверите, скачки были на пони. На видео мы можем наблюдать, как маленькие забавные мини-лошадки, смешно перебирая короткими ножками, преодолели дистанцию в 200 метров. Их жокеи оказались едва ли не больше их самих, несмотря на то, что в качестве ездаков выступали детишки. Как рассказали Федерации конного спорта Республики, общий призовой фонд составил 15 тысяч рублей. На призы участники скинулись сами. Всего в забеге приняли участие 4 пони. Самым резвым оказался скакун по кличке Дружок из клуба «Золотая подкова».
Вы обратите, даже автор смеется, и это действительно, мне кажется, это не спорта ради, а больше ради эмоций, и не только детей, но и их родителей. Я думаю, подобные спортивные мероприятия должны проходить постоянно, и не только вот осенью, мне кажется, можно и зимой на ипподроме, да, и летом. Мне кажется, классная такая идея. Ну а нас, зрителей, это видео зарядило такой позитивной утренней энергией. Ну а чем же запомнился сегодняшний день в истории? Давайте посмотрим нашу постоянную рубрику «Даты и события». На календаре 27 сентября. Сегодня отмечают Всемирный день туризма, День воспитателя и работников дошкольного образования. По народному календарю праздник посвящен воздвижению креста Господня. В этот день прихожане посещают богослужения в храмах и поклоняются кресту. Также следят за приметами. Заморозки с утра предвещают скорую зиму. События в этот день. В Санкт-Петербурге был освящен Казанский собор в 1811 году. В этот день был открыт первый в России детский сад. Образовано первое в России высшее техническое учебное заведение – Южно-Российский технологический институт в Харькове. Заложены первые железобетонные блоки в основании Останкинской телебашни, самой высокой башни в Европе. В СССР в этот день упразднены совнархозы. В 1990 году СССР вступил в Интерпол. В этот день родились Софья Романова, русская царица, правительница-регенша России, сестра Петра I. Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог. Альфред Тайер Мехен, американский военный морской теоретик и историк. Именины сегодня отмечают Ян, Иван. Для республики сегодня важный день, ведь на календаре 27 сентября и в Якутии отмечается День государственности. Этот день получил широкое признание в умах и сердцах жителей нашей республики, так как 27 сентября 1990 года стартовал новый этап в истории нашей республики. Она впервые провозгласила отказ народов Якутии от статуса автономной республики и преобразовала Якутскую АССР в Якутскую Саха-ССР. Была проведена большая работа по созданию новой экономики, основанной на рыночных реалиях. Таким образом, экономическая самостоятельность Якутии была закреплена юридически. Впоследствии, 29 июня 1995 года, были заключены договор о разграничении полномочий и 15 соглашений по различным отраслям. В октябре и декабре 1992 года были одобрены проекты государственных символов республики – это флаг и герб. Оба государственных символа составлены с учетом исторических и культурных традиций народов Республики Саха. Это касается и цветовой гаммы, и традиционных символов. Имеет республика также свой гимн. Главным законом субъекта является Конституция, принятая в 1992 году. Ежегодно в течение нескольких дней в конце сентября по всему региону проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственности. Они проходят в школах, средних и высших учебных заведениях в форме уроков гражданственности, тематических классных часов, а также семинаров. К участию в проведении праздничных мероприятий привлекаются учреждения культуры и искусства, политические и общественные деятели, а также крупные организации. Традиционно проходят мероприятия по возложению цветов к памятнику Платона Аюнского. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань памяти нашим выдающимся землякам, общественным и государственным деятелям, основателям государственности в республике, таким как Платон Аюнский, Исидор Барахов, Максиму Амосову. Также мы отдаем дань и уважения и якутским политикам Новой Якутии, в первую очередь нашему первому президенту Михаилу Николаеву.
Мы поздравляем всю республику с этим знаменательным днем. Ну и, конечно, мы желаем всем жителям добра и самого наилучшего. И, конечно, мы рады, что именно живем в это время в такой замечательной республике, как Республика Саха, Якутия. Ну а сейчас переходим к следующей теме. Хотелось бы обсудить такой интересный момент, с которым мы, телеведущие, сталкиваемся ежедневно. Это, так знаете, тревожность. Вот выйти в эфир это не так ведь легко, потому что действительно это некий стресс. Ты переживаешь перед эфиром, ты переживаешь во время эфира. Вот интересно, что тревожность это вообще психологическая особенность людей, которая обусловлена беспокойством или предчувствием чего-то нехорошего. Чувство тревоги, конечно же, знакомо каждому. Нервничать из-за экзамена или перед важной встречей, как говорят психологи, это вполне нормально. Другое дело, если в вашей жизни присутствует постоянная тревожность. Такое состояние изматывает, лишает сна и не дает спокойно жить. Что же делать и как с этим бороться, мы поговорим с нашим психологом. Это Мария Загоренко. Доброе утро. Доброе утро. Подскажите нам, расскажите нам, можно ли вообще бороться с тревожностью? Вот самый главный вопрос. Или все-таки это та данность, которая уже присуща человеку, и нужно как-то с этим жить? Ну, тревожность, она имеет разные источники, и как сама по себе, как правило, у нее есть какая-то предпосылка, да? Или это органическая предпосылка, то есть что-то в организме с человеком происходит, да, с эндокринной системой, или имеется какое-то заболевание основное, да, которое порождает вот такую, скажем, психосоматическую реакцию, как тревожность. Бывает ситуативная тревожность, как конструктивная, так мы ее еще называем, да, когда когда-то выработался механизм, и человек на триггеры срабатывает, что вот сейчас нужно себя вести более осторожно. А бывает такая неадекватная тревожность, скажем так, да, когда она мешает человеку, деструктивная. И вот здесь, конечно, мы говорим о том, что нужно искать причину и научиться управлять этим состоянием. А можно ли вычислить те самые источники? Это достаточно легко, самостоятельно можно сделать или все-таки при помощи специалистов? Ну, у всех по-разному, скажем так, да. Бывают неосознаваемые причины, да. Человек когда-то в глубоком детстве, возможно, получил травму. Ну, например, маленький ребенок потерялся, да, в толпе, а для ребенка мама — это мир, и вдруг мир стал угрожающе опасным, да. То есть для ребенка это сродни смерти. Конечно, в следующий раз, мама нашлась, вот это состояние страха прошло, но триггеры остались. И по жизни человек будет тревожиться, волноваться, когда будет попадать в ситуацию вот нового места, незнакомого, где много людей. И, конечно, он будет бдительней. Вот в данном случае тревога как помощник. То есть уже к своего ребенка он будет более внимателен к нему, скажем так, да, либо вообще избегать каких-то таких массовых скоплений, особенно когда там настроения какие-то такие взбудораженные, да? То есть источники выявить можно, и самое главное — обратиться лучше к специалистам, правильно? Да, но бывает так, что тревога связана, например, с вот как раз с заболеванием эндокринной системы. Угу. Тогда очень интересно. Тогда что делать тогда, мы узнаем сразу после нашего новостного блока. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В правительстве России одобрили ускоренное повышение минимального размера оплаты труда в 2023 и 2024 годах. Так, в Министерстве труда России предложили в 2023 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей. В этом году его повышали 1 января и 1 июня. Таким образом, сейчас он составляет 15 279 рублей. В Якутии с учетом районного коэффициента эта сумма варьируется от 21 391 рубля до 30 558. Социальный фонд России направит в следующем году свыше 13,5 триллионов рублей на выплаты пенсий и на различные меры поддержки семей с детьми. Это выплаты пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также ежемесячных денежных выплат, универсального пособия и других мер поддержки семей с детьми. Также предусмотрено 840 миллиардов на выплату больничных пособий, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. 130 миллиардов на страховые выплаты в связи
с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер. 500 миллиардов на ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан. Социальный фонд также будет обеспечивать граждан с инвалидностью средствами технической реабилитации, финансировать программу субсидирования найма, пилотные проекты в сфере комплексной реабилитации и другие социальные программы. Глава Якутии Айсан Николаев подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих. Согласно тексту указа, кроме единовременной выплаты в 200 тысяч рублей, семьям военнослужащих положено несколько мер поддержки. В частности, они освобождаются от оплаты детского сада. Дети военнослужащих, учащиеся с 5 по 11 класс, обеспечиваются бесплатным питанием в общеобразовательных организациях. А детям в возрасте от 6,5 до 8 лет должны быть предоставлены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, детям военнослужащих предоставляется право на приоритетное заключение договоров на целевое обучение в вузах и СУЗах за счет средств государственного бюджета республики. А тем, кто обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях, устанавливается повышенная стипендия в период военной службы родителя. Родителям военнослужащего предоставляется санаторно-курортное лечение. Также по поручению главы аналогичные меры будут распространяться на семьи военнослужащих и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты, принимающих участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных сил Российской Федерации с 24 февраля текущего года. И, безусловно, мы будем делать все, чтобы каждая семья получила поддержку, чтобы они не оставались без внимания. Денежные выплаты, чтобы всем тоже были выплачены, и военнослужащим, которым по указу президента положено, и нашим добровольцам, и тем, кто сейчас частично в мобилизацию попал. Всем будет оказана помощь, причем не только им самим, но и семьям их. И, конечно, уже в последующем мы все равно их не должны оставлять на один там, жизнью. Так? Обязательно эта группа людей будет пользоваться нашей всемирной поддержкой со стороны государства. На прошлой неделе президент России поручил в ближайшее время приравнять статус добровольцев к кадровым военнослужащим. Соответственно, добровольцы могут рассчитывать на все льготы, положенные военным служащим по контракту. На республиканском уровне им также полагается помощь, отметил глава Якутии во время прямой линии. Президент России Владимир Путин предоставил отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, в Уголовный кодекс внесены изменения, усиливающие ответственность за преступления против военной службы в период военного времени, боевых действий или мобилизации. В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, касающиеся полномочий военнослужащих федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации. Мы продолжаем. Вы смотрите «Утро Якутии». До ухода на новостной блок мы говорили с нашим утренним гостем. Это практикующий психолог Мария Загоренко. И говорили мы на тему той самой тревожности. И, Мария, вы затронули тему о том, что все-таки у тревоги есть источники, да? Они могут быть либо приобретенными, либо они бывают уже физиологическими, да. То есть с рождением появились у человека, да? Не только нет, не совсем с рождения, а именно, скажем так, с рождения у нас может быть именно обусловлено свойствами нервной системы, да, скажем так, каждый человек, он индивидуален, и, соответственно, его нервная система индивидуальна, конечно, могут быть предпосылки к повышенной тревожности, но тут еще такой момент, у нас есть ряд заболеваний, которые могут провоцировать, да, тревогу, такую, скажем так, диффузную, которая не имеет под собой основы, но она имеет конкретную физиологическую основу. Например, заболевание щитовидной железы, заболевание надпочечников. То есть мы знаем, что, вот, например, когда человек имеет хроническое заболевание, у него повышается ипохондрия, то есть склонность к мнительности, да, вот общей такой тревожности. Поэтому здесь это тоже нужно учитывать и, конечно, работать уже по основному заболеванию, в первую очередь обращаться к врачам, а потом к психологам, чтобы научиться этим состоянием управлять. А вот очень интересно, как найти ту самую грань между тревогой и страхом? Ну вот, допустим, я затронула тему того, что периодически перед началом эфира мы испытываем все-таки тревогу или страх перед чем-то. Вот как различить эти два понятия? Ну, и страх и тревога, вообще-то, это эмоции, которые такие, если они не уходят в такую деструктивную форму, то это эмоции, которые помогали человеку выживать. Да? То есть выживательные эмоции. И страх – это чувство, да, которое имеет конкретное
физическое воплощение, конкретную угрозу. Это реакция на угрозу. Да? А тревога, в отличие от страха, она может не иметь вот этой конкретной угрозы. То есть не понимаешь, да? Да, не понимаешь. И есть страх скорее перед тем, что может быть, а может его и ведь и не случиться. Да. То есть вот в этом разница, да? То есть такое завуалированное, либо, возможно, неизвестное, либо Да. нет конкретной, да, Вот тема. страх, он больше физиологический, больше биологический. Это мы вот относим к своей животной части, да? А тревога, она чаще социальная. То есть это страх, который у нас сформировался по мере нашего взросления, становления как личности. Отсюда возникает вопрос, а какие способы есть избавления от тревожного того состояния? От тревожного состояния, ну, конечно, вот самое главное — это разобраться, почему я тревожусь. Здесь нам помогает такая техника, как дневник чувств и эмоций. Мы прописываем, например, состояние, когда я волновался. Потихоньку я начинаю это состояние анализировать, в какие моменты, какие триггеры у меня срабатывают, на какие, точнее, триггеры у меня появляется тревога. Да? Если совсем сложно вычленить вот эти компоненты, то, конечно, можно это делать со специалистом. Да? Где человек, психолог, будет помогать вам разбираться, почему и в какие моменты, да? То есть происходит у вас вот это вот состояние нарастания тревоги. Хорошо, есть же еще одна эмоция. Вот есть тревога, есть страх. Мы, в принципе, здесь понимаем, в чем разница уже, но есть же и еще одна, но уже более такая критическая ситуация, это та самая паническая атака или вот эта паника. Ну, паника, да, скажем так, это крайняя степень тревоги, когда человек теряет контроль, да, то есть когда снижается критичность мышления, и человек теряет контроль. А здесь мы говорим вообще, в принципе, об адаптивности человека, да, когда человек возможно, снижает ответственность за свою жизнь, да, и он как бы отдается на волю случая, поэтому у него случаются такие вот панические приступы. Паническая атака — это у нас что? Это у нас реакция, вот, сопряженная с чувством тревоги повышенной, со страхом смерти, ну, вот, то есть с негативными такими проявлениями вегетососудистой, да, системы, то есть сердцебиение и прочие вещи, да, и человек в этот момент теряет контроль над собой. Но у панической атаки есть причины. Как правило, это внутренний конфликт. И вот с ним надо разбираться. Как только внутренний конфликт проходит у человека, да, проходят и панические атаки. То есть вообще нужно для себя четко понимать, да, что есть тревога, есть страх, есть паническая атака. Когда нужно уже обращаться к специалистам? Вот какая должна быть вот крайняя точка? Тогда, когда это начинает мешать жить. То есть, когда человек, либо это мне мешает жизни, я это осознаю, я иду сам, беру ответственность за себя, либо когда я вижу, что мой близкий человек или кто-то из моего окружения уже не справляется с этим чувством, и тогда, конечно, мне деликатно ему подсказать, помочь, может, даже где-то с ним сходить к специалистам, чтобы справиться с этим. А вы как специалист можете примерно сказать, за какой срок, в принципе, можно избавиться от вот подобного состояния? Ну, от скольки до скольки месяцев? Просто, может, многие думают, это надо годами лечиться, да, возможно, или ходить на какие-то тренинги и так далее. А может быть, это всего лишь там несколько буквально бесед с психологом, и все пройдет. От причины зависит, да. Если мы имеем физиологическую причину, конечно, врач назначает лекарства, и, как правило, симптоматика уходит. Если человек, скажем так, это вызвано какими-то определенными триггерами, и он о них знает, конечно, это будет быстрее, да. И, например, если задета, скажем так, уже личностная структура, да, самого человека, конечно, там будет сложнее, чуть дольше, ну, могут пару лет, там, да, несколько лет уйти на то, чтобы научиться этим состоянием управлять. То есть зависит, опять-таки, от источников тревоги. А куда могут обратиться, возможно, наши телезрители, если вдруг у них есть такое переживание и, возможно, хотят помочь себе либо своим близким? Ну, в первую очередь, конечно, у нас в республике вот работает в нашем центре телефон доверия, да, это круглосуточный, анонимный, на 2 языках, русском и якутском, 8 800 100 35 50 телефон, либо же к нам в психологический центр, либо к любому другому доступному психологу. Можно к неврологу, кстати. Можно. Да. Спасибо большое, Мария, что посетили наш эфир. И действительно, ваша информация сегодня была полезна. И мне кажется, многие телезрители уже так через экраны телевизора передают вам свою благодарность. Спасибо вам. Хорошего дня.
Ну а вообще испытывать различные эмоции, как сказал наш гость, это вполне естественно и нормально. Ну а вот как бороться с какими-то негативными эмоциями, конечно же, зачастую это бывает через то самое тело. Можно заняться дыхательной гимнастикой, возможно, какие-то домашние хлопоты, водные процедуры или физические нагрузки зачастую помогают многим из нас справиться со стрессом, переживаниями. Ну и вот следующий наш сюжет, я думаю, побудит многих из вас заняться интересным делом. По словам руководителя школы и незрячей яхтсменки Юлии Шомовой, все участники с ограничениями самодостаточны и быстро освоились в коллективе. Мне очень нравится, когда наши спортсмены без инвалидности говорят так. Мы когда пришли на ваш проект, мы думали, что мы будем помогать людям с инвалидностью. А вышло так, что мы стали с ними друзьями, потому что у нас люди с инвалидностью, все люди самодостаточные и, скажем, выразились на полную меру. Все, у нас инклюзия. Основной задачей необычных парусных экипажей было налаживание коммуникации друг с другом. Привыкли, какие-то уже друг друга научили знаки, как бы, да, там жестами, да, там, допустим, если там поворот, там, да, стучат по борту, там, да, уже понимают, как бы, да, если там подтянуть, тоже там, да, показывают ребята уже жесты, она уже понимает. Руководитель проекта также рассказала средствам массовой информации, что после занятий парусным спортом многие люди с ограничениями устроились на работу и изменили свою жизнь. Замечательный вид такого отдыха и разгрузки. И, конечно, мы напоминаем вам о том, что яхтинг есть и у нас в республике. Он развивается небольшими темпами, но я думаю, если вдруг вам захочется походить под тем самым парусом, в Якутске есть такая возможность. Ну а если вы думаете, что автопутешествие – это сложно и неудобно, возможно, вы поменяете свое мнение после нашего следующего материала. Семья Тимофеевых из Якутии поделилась своими лайфхаками о том, как можно с комфортом разъезжать на автомобиле не только по Якутии, но и далеко за ее пределами. Автопутешествие – самый доступный и интересный способ для отдыха. Этим летом мы с семьей съездили на Байкал. Первую часть сюжета смотрите уже сегодня вечером в проекте «Испытано на себе». А в рамках утреннего эфира хотелось бы познакомить вас с семьей Тимофеевых из города Якутска, которые также выбрали этот маршрут для отдыха. Всем привет! Мы давно планировали путешествие по Байкалу. Мне в Байкале что нравится, то что это идеальное место для автопутешествия с семьей. Если мы уже все подготовились к этому автопутешествию, взяли все с собой необходимое, то, что нужно детям, то, что нам пригодится, что у нас никаких трудностей не возникало, только одни плюсы. Так, как подготовились мы для поездки? Так как поездка у нас дальняя и длительная, с предположением было с кемпингами, остановками и заселением в гостинице. Мы предусмотрели такую небольшую эргономику и расположили все в коробках. Намного удобно и упрощает поиск и сбор постоянный сбор вещей. Здесь, допустим, у нас расположились продукты, да, то есть все консервы, там коробки еды и так далее. Здесь, в этой коробке у нас кемпинговая, кастрюли, газовые баллоны, кружки, ложки, ножи, ну и чай, кофе тоже здесь расположилась. Здесь коробка более теплых вещей детская, здесь более летняя одежда, да, детская. Верхняя часть я использовал, закрепляю с помощью вот этих стяжек, чтобы во время дороги они не болтались. Как видите, все конкретно держится, и в поездке нам ничего не мешает. Они привязаны к подлокотнику, да? Они по подголовнику. Подголовнику привязаны, да, вокруг. И ничего у нас во время поездки не люфтит. 8 часов дети находятся в салоне, и поэтому мы максимально комфорт им обеспечили благодаря различным диковинным, да, штучкам. Вот, допустим, шторки. Ну, если сильно солнце мешает, они могут как бы закрыться самостоятельно. Также закрыть. Для воды они иногда тут игрушки свои. Игрушки могут положить в эти, да, кармашки.
чтобы что-то такое вот, допустим, здесь мы планшеты ложим, телевизор мелкий, да, можно сюда положить. Здесь крепление для смартфонов, они мультик смотрят. Вот у Оксаны есть петелька такая хорошенькая, где одежду могут сюда вот повесить. Видите, мы под ногами положили наши вещи, да? Это чтобы им не было, долго ноги не висели. В таком положении это городская как бы езда, а в длительном пути полностью наклоняется. Это помогает, разгружает. То есть детей с поясницы или шея не затекает, и они во время поездки хорошо лежат, спят. Также у нас одеяло есть, да, они могут открыть. Вешалка, вот все у него в таком же варианте. Ну и чемодан, там наши личные вещи, которые нужны для заселения в гостиницу. Мы сменно. То есть в гостиницу приехал, взял чемодан, да. И все там внутри. Да. То есть сразу выехал, не надо там коробку там поднимать, только, ты уже весь. А в оранжевой, там в передней сумке, там уже кемпинговая теплая одежда. Только мы достаем, когда именно в палатке располагаемся. Ну и, соответственно, автобокс там, открывать не будем. Автобоксы, там палатки, столы, стулья, спальники, карематы. Все расположилось, ничего не мешает. Более подробно о нашем автопутешествии этого лета смотрите сегодня в передаче «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Сегодня 27 сентября, Всемирный день туризма. Цель этого дня – пропаганда туризма и освещение вклада его в экономику стран. В Якутии в последние годы туризм активно развивается. Ежегодно наш регион посещают тысячи туристов. Одной из главных достопримечательностей Якутии, известных всему миру, являются, конечно же, те самые любимые наши знаменитые Ленские столбы. А что, кроме природного парка, могут увидеть туристы по пути? Жители села Улаханан Хангаласского улуса решили, что их село обязательно должно войти в туристический маршрут до Ленских столбов. Тем более, как они считают, там есть что показать и есть чем гордиться. В музейном комплексе под названием «Три Сергея» своими силами и силами местных властей создали очень интересные объекты. Там недавно побывала наша съемочная группа. То, что это достаточно старинное строение, показывает, что все детали изготовлены кузнецами, кованы. Вот эти ручки, вот это приспособление. Краевед Вячеслав Спиридонов может часами рассказывать об истории своего села и его знаменитых людях. Например, о Мазары Базекове, потомке Тыгына, который дважды ездил к царю заступаться за своих земляков. Именно здесь когда-то была основана первая из 10 станций Иркутско-Якутского почтового тракта. Поэтому тут можно увидеть как русский, так и якутский быт и культуру 18-19 веков. В создаваемом музейном комплексе под открытым небом пока 3 объекта – часовня, амбар конной мельницы и дом Абрамова, сына местных учителей. В будущем построек должно стать больше. Сюда перенесут не только сохранившиеся в селе старинные дома, но и музейные реликвии, притом не только старинные, но и относящиеся к более поздней истории села. К примеру, еще одной гордостью села считается Василий Исаков, заслуженный рационализатор, буквально совершивший в свое время техническую революцию в процессе заготовки сена. Мы хотим привести здесь, установить якутское традиционное жилье, якутский балаган. Так, кроме того, вот этот дом Припузова тогда. И здесь мы должны разместить именно агрегаты Исакова Василия Николаевича, тем самым, и орудия земледелия, которые у нас в достаточном количестве собраны на нашем музее. Вот тогда будет представление, как жили наши предки. Близость к федеральной трассе, ведущей на Ленские столбы, создаст дополнительные условия для туристов, которые будут посещать музейный комплекс. Поэтому в планах создателей активно привлекать к проекту жителей села. Также при музейном комплексе мы хотим открыть уличный рынок, чтобы когда туристы приезжали, они могли приобрести домашнюю продукцию, а также попробовать ее. А попробовать туристы могут молоко настоящей якутской коровы. Анатолий Федоров год назад специально для разведения приобрел и якутских коров. Недавно они уже отелились. Как рассказывает фермер, якутская порода неприхотлива в уходе и обладает мягким покладистым характером. А молоко у коров жирное и чрезвычайно полезное.
Вот так после утренней дойки каждый день выпиваем с женой по стакану молока, и это помогает. Как рассказал Анатолий, за год такой витаминизации он избавился от кишечных колик, а жена вылечилась от анемии, что впоследствии подтвердили анализы. В будущем, когда село будут посещать туристы, фермер планирует увеличить количество скота, и он уверен, что спрос на его продукцию будет. Теперь власти и общественники села Улахан хотят участвовать в грантовых программах по туризму, чтобы к 2024 году музей под открытым небом заработал в полную силу. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Хангаласский улус. Не могут не восхищать такие люди, которые преданы своему делу, которые стремятся быть полезными для своего народа. Что, кстати, можно сказать и о нашей гости. Это Марина Яковлева. Она является заместителем заведующей по учебно-воспитательной работе детского сада «Тедди». И не просто так мы пригласили ее сегодня. Ведь сегодня отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Доброе утро, Марина Михайловна. Доброе утро. Во-первых, конечно же, принимайте поздравления. Спасибо. Вот прям сразу видно, перед нами сидит сотрудник дошкольного образования, да? Очень позитивный, яркий, добрый, веселый человек. Как вы пришли в эту профессию и почему выбор пал именно на дошкольное учреждение? Ну, у меня мама была воспитателем в детском саду. Я часто приходила к ней на работу, смотрела за детишками. Вот так. А после 8 класса мы с девчонками, с одноклассницами решили поступать в ЕПУ-2, педучилище номер 2, на воспитателя. Вы знаете, я раскрою маленькую тайну. Я в детстве в начальной школе ходила тоже к знакомой моей мамы в детский сад, и мне нравилось вот натягивать колготки на детей. Я разливала кашу в садике, но это было в поселке, и я всегда думала, что я стану воспитателем. Вот в том возрасте. Почему не пошли? Но когда я стала мамой, я поняла, что достаточно быть мамой. Ясно. А воспитателем, да, это нужно иметь огромное терпение, как у вас. На сегодняшний день где вы работаете? Ну, я работаю в частном детском саду «Тедди», который находится по проспекту Ленина, 62. Пользуясь случаем, приглашаю детишек, которые еще не посещают детский сад, в наш самый лучший детский сад. А еще я работаю в детском саду 41 «Росинка». То есть вы воспитатель аж целых 2 садиков. Успеваете все? Успеваю все. Мы знаем, что вы являетесь коллегой, участницей нашего фотоконкурса двойников. Да-да. И вот вы уже второй представитель этой славной профессии, да, который посещает наш эфир. Вот в чем же плюсы вашей работы, как вы считаете? Плюсы нашей работы в детском саду? Да. Ну, в детском саду, если ты работаешь, ты не можешь состариться, потому что каждый день общаешься с маленькими детишками и вбираешь в себя энергетику, детство, позитив. Мне кажется, вот так. И, пользуясь случаем, передаю привет Светлане. Она сейчас внимательно смотрит за нами, весь коллектив смотрит. И коллектив детского сада «Тедди» тоже поздравляю. Сегодня не смогу прийти, потому что иду с росинками. Вот так. Очень такой вы добрый человек. Скажите честно, сложно ли работать с детьми и, самое главное, с родителями? Так, ну, все дети бывают разные. Естественно, не все прямо идеальные. И в это время, в настоящее время, сложно работать с родителями. Да вы что? Да. То есть не так сложно с детьми, как с родителями? Ровно 30 лет и 3 года, как в сказке, я работаю в детском саду, поэтому я с детишками по-любому нахожу контакт. А вот с родителями бывает сложновато, но все равно, так как я психолог, все равно мы находим общий язык, потому что мы знаем, что мы работаем вместе ради наших детишек, ради них нам приходится какие-то вот конфликты улаживать, начинать сотрудничать, находить общий язык. Мы знаем, что вы очень такой разносторонний человек. Помимо своей
активной работы, мне кажется, многие бы, наверное, на вашем месте пришли бы домой, легли и лежали в тишине и в спокойствии. Вы же, наверное, нет, я вот прям чувствую это. Чем вы увлекаетесь еще? Это 100%. Я домой даже не прихожу. Я прихожу очень поздно. В смысле, после работы иду на вторую работу, потом вечером иду на третью работу, так как я еще работаю тамадой. Ой. Приглашайте, всегда рада. Да, то есть у вас это такое увлечение, вы еще проводите праздники? Так, провожу праздники, еще мы поем в ансамбле «Поющие леди», но сейчас я из-за того, что времени нету, не могу пока к ним присоединиться, но когда приглашайте, девчонки, я всегда к вам приду на помощь в качестве тамады. Так, еще с детства я люблю рисовать. Здесь тоже нужно сказать, обращайтесь, нарисую вам любые картины, когда Ну, люблю рисовать на стенах. Я долго работала в детском саду 96 «Брусничка». Там все группы, все спальни я разрисовала. Передаю также всем привет. И Саргалана Ивановна, заведующая, вот вы не поверите, она единственная, наверное, вот по всему Якутску, если не по всей России, которая под Новый год лично, вот заведующая, выходит и делает снежные постройки каждый год. Что бы вы хотели пожелать сегодня всем своим коллегам? Ну, всем коллегам, конечно, в это трудное время не падать духом, работать дальше. И хочется, чтобы платили достойную зарплату воспитателям, всем дошкольным работникам. И девочки, педагоги, воспитатели, все, кто работает в этой сфере, в дошкольном образовании, вы все самые креативные, самые веселые, молодые, задорные, мобильные. Желаю вам всем успехов в работе, счастья в личной жизни, как обычно. Ну и с праздником вас! Ну а мы, Марина Михайловна, в свою очередь, от всей редакции поздравляем вас с этим праздником. Ну и мы уверены, что вы в этой профессии не случайный человек. И мне кажется, что многие родители могут быть уверены в том, что их дети находятся в надежных руках. Спасибо большое. С праздником! Ну а что любят маленькие детки? Это, конечно же, рассматривать и читать книги. И чтобы каждый ребенок понимал, что мир вокруг полон жизни, книгоиздатели выпускают яркие и красочные энциклопедии. Об одной из них подробнее в нашей книжной полке. Здравствуйте. Дорогой читатель, хочу представить вам замечательную энциклопедию. Это книга о чудесном мире животных удивительной Якутии. Республика Саха-Якутия является самым большим на территории регионом в Российской Федерации. Она занимает 1/5 часть ее площади. Вы только представьте, сколько разных зверей и животных на этой необъятной территории. А сколько птиц, а какие насекомые живут у нас под землей. Можно ли представить разнообразие рыб в наших водоемах? Стоит только оглянуться, и ты увидишь, что мир вокруг нас полон жизни. При этом нужно всегда помнить, что жизнь животных зависит от бережного отношения к ним. Эта удивительная, красочная, яркая и познавательная энциклопедия содержит 7 разделов с кратким морфологическим описанием, образом жизни животных и их распространения. Для получения информации о видах животных вам представлен алфавитный указатель. Алфавитный указатель на 2 языках – русский язык и национальный язык Республики Саха-Якутия – якутский. Эта уникальная энциклопедия была создана в городе Якутске, Республика Саха-Якутия, в издательстве «Бичик» в 2016 году. Это настоящий подарок для всех, кто интересуется природой, животным миром Якутии. Всего вам доброго! А сейчас самое время новостей. Мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы.
Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах России до 4 октября. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Напомним, Россия закрыла с 24 февраля текущего года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Ростелеком планирует проложить магистральную волоконно-оптическую линию связи к селу Соскыла Ханабарского района до конца текущего года. С начала года уже проложено порядка 70 километров линий в этом направлении. Строительство магистрали ведется из села Жилинда Оленёкского района. Связисты находятся на участке между населенными пунктами Эбелях и Гусиный Ханабарского района. В ходе строительных работ компания дополнительно построила отводную линию связи протяженностью 42 километра в сторону вахтового поселка Талактах. После ввода линии в эксплуатацию 9 социально значимых объектов будут подключены к оптическим сетям связи, а жители села Соскылах получат доступ к безлимитному интернету и другим цифровым сервисам. В связи с гололедом в Якутске начинается сезон смены шин с летних на зимние. Теплый день и морозная ночь создают опасную ситуацию на дорогах. Уже сейчас водителям необходимо поменять шины на подходящие погодным условиям. Водителям также рекомендуется соблюдать скоростной режим, придерживаться безопасной дистанции. Ну а пешеходам, в свою очередь, стоит быть внимательнее при переходе дорог. Так, за 2022 год из-за гололеда было зафиксировано 200 дорожно-транспортных происшествий. В зимний период времени, как сами понимаете, у вас вот как раз промежуточное время, осенний зимний период, да, нужно опять же переводить свое транспортное средство с летней резины на зимнее. То есть, соответственно, чтобы сцепление транспортного средства с проезжей частью было уже максимальным, так сказать. 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателей всех дошкольных работников, главная идея которого – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и дошкольное детство в целом. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Распоряжением правительства Российской Федерации данный праздник был установлен на государственном уровне, что будет способствовать повышению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов. Традиционная осенняя продуктовая ярмарка прошла в Верхневилюйске. Участие приняли 11 хозяйств. Ежегодно на прилавках присутствует молочная и мясная продукция, свежие и законсервированные овощи, ягоды и многое другое. Впервые провели акцию «Кружка добра». Здесь каждый желающий мог принести любое количество брусники, которую потом раздадут одиноким пожилым жителям. В последние теплые дни люди с радостью посещали эту ярмарку. Все свое, со своих овощей. Салат с кабачков, аджика, острая, полуострая, кому как нравится. Другие были заготовки, икра кабачковая, баклажанная. Лет 27 уже рассадой торгую, четверть века. На этом пока вся информация. Я с вами прощаюсь и отличного дня. Доброе утро всем, кто только присоединился к нашему эфиру, и это «Утро Якутии». Ну а мы продолжаем. Сегодня в рубрике «Говорим правильно» мы продолжим разбирать фразеологизмы, с которыми наша речь становится интереснее и динамичнее. Доброе утро, дорогие телезрители! Считается, что благодаря фразеологизму наша речь становится более богатой, выразительной, интересной. Действительно, то, что можно выразить каким-нибудь длинным и часто безликим предложением, благодаря фразеологизму превращается в живую картинку. Например, если мы хотим с вами охарактеризовать человека с узким кругозором или человека, который смотрит на все только со своей точки зрения и отражает в своих мыслях и суждениях
какой-то узкий аспект, мы с вами говорим, смотрит со своей колокольни. Это выражение является исконно русским, однако его происхождение, как это часто бывает, вызывает споры. Существует несколько версий его происхождения в русском языке. Согласно первой версии, оно появилось, это выражение, из французского языка и означает локальный патриотизм. Если мы дословно переведем с французского, то получается патриотизм колокольни. В целом ряде фразеологизмов во французском языке слово «колокольня» обозначает взгляды человека, суженные только его местностью, его каким-то окружением. Согласно другой версии, этот фразеологизм имеет отношение к колокольням в русских селах. Колокольня была часто самым высоким строением в селе, поэтому ее использовали как наблюдательный пункт. И если видели пожар или наступающих врагов, то сразу же начинали звонить в колокол. Поэтому в русском языке есть такое выражение «бить в колокола» или «бить во все колокола», то есть значит тревогу. Так вот, благодаря этому выражению у нас появилось смотреть с колокольни. Однако с колокольни не слишком много чего увидишь. Но все равно наш взгляд будет ограничен только высотой колокольни. Всей широты картины мы не увидим. Наверное, и поэтому возникло это выражение «смотреть со своей колокольни». И его мы используем для характеристики узкого кругозора или узких взглядов. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну а блеснуть знанием языка и красивой правильной речью можно, конечно же, в культурных местах. Куда же сходить и что посетить можно в нашей столице, нам расскажет Захар Никитин. Здравствуйте! Осенью традиционно открывается новый театральный сезон. Чем же в этом году порадуют нас якутские театры? Об этом и многом другом вам расскажут культурные новости. Театр юного зрителя отметил официальное открытие 31-го театрального сезона спектаклем «Чорон. Сосуд счастья» Дмитрия Кононовича Сивцева Суруна Омолона о невероятных приключениях мастера Чурумчуку в постановке заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Республики Саха-Якутия Алексея Павлова. Как отметили в администрации театра юного зрителя, в новом сезоне театр планирует уделить большое внимание постановке спектаклей патриотической направленности. С аншлага начались гастроли Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина в Алданском районе. В ходе гастролей театр посетит город Алдан и поселок Нижний Куранах. Также планируется заключить договор между Русским театром и Управлением культуры Алданского района о сотрудничестве. Государственный театр оперы и балета имени Соруна Моллона в этом сезоне отправился на гастроли в Мирнинский район. Жители Мирного и поселка Чернышевского обрадовали старинным романтическим балетом «Жизель». Саха-театр имени Платона Алексеевича Аюнского в начале октября проведет большие гастроли в Москве, где на исторической сцене Малого театра покажет два лучших спектакля именитого режиссера Андрея Борисова «Алитет Хаяга Кюрюр» «Алитет уходит в горы» и «Илир Харол» «Король Лир». В городе Керчь Республики Крым завершился Всероссийский этнический фестиваль «Узоры народов России». Нашу республику на фестивале представлял Народный студенческий обрядово-ритуальный театр «Эйге» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Юные якутяне удостоились диплома лауреатов фестиваля, на который съехались лучшие любительские, хореографические, вокальные и фольклорные коллективы со всей России. Картина якутского режиссера Владимира Мункуева «Нуча» по рассказу Васлава Серашевского все-таки выйдет в широкий прокат по России.
Действие фильма разворачивается в XIX веке и повествует о якутской семье, которой подселяют каторжника. Это событие меняет их жизнь и ставит под удар будущее. Начало показов запланировано на 13 октября. В продолжение темы кино лента якутского режиссера Иллариона Яковлева «Таксист» победила в номинации «Лучший фильм» на международном кинофестивале «Байконур» в Казахстане. Всего на конкурс отобрали 17 фильмов из 200 поступивших заявок. «Байконур» – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане. Он направлен на поддержку молодых кинематографистов из Казахстана и с определенных стран. В селе Томтор Татинского района завершили строительство современного этнокультурного комплекса, куда вошли сразу 3 объекта обрядового, культурного и архитектурного значения. Строительство велось по проекту именитого деятеля культуры Бориса Неустроева «Мандар-Ус». В комплексе входит берестяная ураса Могол-Урага, Ус-Тюмеле, музей кузнецов Якутии с 3 выставочными залами и якутский балаган площадью 149 квадратных метров. На этом наш выпуск подходит к концу. Всего вам доброго, до новых встреч! Вот таким познавательным было утро вторника. На этом время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, но мы не прощаемся, ведь мы увидимся завтра в это же время на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». А также хотелось бы напомнить вам о том, что завтра мы ждем в гости министра экологии, а также специалиста из Центра «Мои документы». И с ним мы поговорим на тему выплат для многодетных семей. Поэтому завтра подключайтесь к нам, и обязательно будут интересные рубрики, самые последние новости, ну и, конечно же, интересные гости. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. До новых встреч!